Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели. Спасибо, что смотрите. Хочу ответить на несколько хорошие вопросы. Всегда, если вам нравятся эти ответы, если вы видите в них что-то польза, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Потому что благодаря YouTube это много людей из разных стран мира смотрят. Так что это здорово. Ассаламу алейкум, уважаемый Садмурод Давлатов. Мир вам и вашим родным в обоих мирах. У меня такой вопрос. Живу в Алмате, занимаюсь вещами. Если быть поконкретнее, продаю копии люксовых брендов через Instagram. Качество хорошее, люксовые. Практически не отличается от оригинала. В среднем на одну пару обуви чистая маржа остается $40. На футболке $19 и так далее. Прибыль неплохая, но это временный заработок, так как часто блокирует Instagram. Проходилось пару раз создавать новую страницу и по-новому искать клиентов, платить за рекламу блогерам и так далее. Многие клиенты говорят открыть магазин, ссылаясь на то, что в городе нет вещей с такими качеством, копии, с такими низкими ценами. А чтобы открыть магазин, нет денег, кредит не хочу брать, так как не дозволено религией. Родные считают продавать вещи гиблое дело. Вау, да вы что? В обороте примерно $5000. Посоветуйте, как быть, как увеличить свой капитал. Дорогой мой, если у вас получается и вы получаете прибыль, вам надо обязательно это дело развивать. Продавать одежду – это гиблое дело? Что за слова такие? Вы не слушайте их, пожалуйста. Chanel по всему миру продает. Podium, Pierre Cardin, Versace, они все продают. И что, кто-то их считает, что плохое дело? Вы что? Продолжайте делать. Это очень хорошее дело. Вы нашли свою работу. Это очень хорошее дело. Продолжайте. Те люди, которые, возможно, родные, которые вам так говорят, возможно, они эту работу просто не знают или не понимают суть этой работы. Поэтому они так говорят. Посмотрите Zara. По всему миру. Посмотрите, они продают. H&M, посмотрите, везде продают. Gucci и так далее. Поэтому вам не надо, даже думать даже не надо. Если вот это вы делали, вы получаете прибыль, продолжайте, мой совет к вам. Только делайте такую вещь. Найдите себе партнера, инвестора, который будут вкладывать вам в это. Запомните, когда можно найти партнера-инвестора? Чем отличается партнер-инвестор от кредита? Когда вы берете кредит, это ваш личный риск. Он получится, не получится, надо вернуть. И иногда порою в дальний момент, может быть, у вас не получается, и вы попадаете в риск. То есть вам придется постоянно оборота вытаскивать, отдавать деньги. И вы можете потом, чтобы закрыть кредит, иногда брать новые долги. Это иногда становится большая проблема. В вашем случае инвест-партнер очень выгодно. Отличие кредита от инвестор-партнера чем? Смотрите, кредит – это ваш личный риск. Когда вы найдете инвестор-партнера, это риск инвестора. А когда вы найдете партнера, это совместный риск. То есть, видите, ваш риск уменьшается. Да, вы доходом делитесь, но риск тоже меньше становится. Когда можно найти инвест-партнера? Если 6 вещей проверено. Первый – продукт востребован. Второе – рынок готов, то есть потребность есть. Клиент знает это, клиент понимает это. Тебе не надо его постоянно убеждать, клиент это понимает. Третье. Идея работает. То есть эта идея можно превращать в бизнес. Это идея не на уровне просто фантазия, а на уровне практически его можно реализовать, превращать в бизнес. Следующее. Четвертое. Ты можешь создать команду. Ты попробовал, понял, что команда получится у тебя создать. Есть люди, которые у них классная идея, но эту идею либо превращать в бизнес трудно, или либо они не могут создать команду. Пятое. Ты сам готов. Ты сам уже понял, что ты можешь это делать. Ты тестировал, у тебя получается, вперед. Шестое. Система. Ты можешь создать, и система работает. Возможно, в дальний момент сейчас у вас знаний не хватает, чтобы создавать систему, но этому можно научиться, старайтесь. Так что многие показатели у вас есть, попробуйте привлечь партнера,
партнер инвестора. Открывайте и офлайн магазин, но и активно продвигайте онлайн тоже. Онлайн надо активно продвигать. У меня есть такой ученик, который точно так же, как вы, занимается. Вот так, копию продадут, как раз брендовой одежды и так далее. Он очень хорошо поднимался. Могу уверенно сказать, знаете сколько, как он начался? В августе или сентябре 2019 года он начинал, по-моему, или октябре. В общем, за год 3 месяца или год 4 месяца он начинал где-то в районе 19 миллионов тенге или 20 миллионов тенге начинал. За 1,5 года он дошел, за годы 3-4 месяца он дошел 270 чем-то миллионов. Он учится у меня индивидуально, так что я знаю, что это бизнес прибыльно. Идите вперед. Да поможет вам Аллах. Аноним. Здравствуйте, уважаемый Садмурод Раджабович, я из Казахстана. Я всегда смотрю ваши ролики на YouTube. Читаю ваши книги, они мне очень нравятся. Вы меня вдохновляете. Вы молодец. Спасибо. Здоровья вам и вашим родным. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. Мне 27 лет, и у меня есть любимая супруга и маленький ребенок. Я работаю на хорошей работе. Супруга тоже работает, зарплату платят вовремя, без всяких задержек. Я не жалуюсь. Но то, чем я занимаюсь сейчас, мне не по душе, не очень нравится. На выходных и праздничных днях мы с братом работаем на себя, устанавливаем видеонаблюдение. Строительные, отделочные работы. Клиенты есть, но не хватает времени. Хотел бы работать на себя, открыть небольшую фирму по установке видеонаблюдений и строительных работ. Но супруга меня все время отговаривает. Да так, что я сам начинаю сомневаться. Говорит, не пойдет это бизнес. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить правильно. Стоит ли мне уходить с работы, где я зарабатываю стабильно, но мне не нравится, чем занимаюсь, или уйти с работы и работать на себя? Заранее большое спасибо. Если вы тестировали то, что вы делаете, вот это строительная монтажная работа и видеонаблюдение и так далее, у вас доход уже получается точно такой же доход, как вы работаете, получаете на зарплату, тогда идите, займитесь своим бизнесом. Я повторяю, если вы сейчас в своем бизнесе уже получаете такой же ближе сумму, или такую сумму, или ближе к такой сумме, как ваша зарплата, уже более полгода вы получаете такую сумму, уходите из зарплаты, работайте на себя, работайте, стройте свой бизнес. Почему? Отличие зарплаты от свой бизнес в том, что когда вы в бизнесе у себя работаете, бизнес останется вам. А когда вы на зарплату работаете, стоит, что вы ушли, вам ничего не останется, потому что то, что вы получили зарплата, это единственное то, что у вас есть, это деньги. А здесь вы получаете и деньги, и актив, а там вы получили только деньги. Так что я вижу, что вы умный человек, талантливый человек. Вообще, люди, которые к нам обращаются, это люди, которые уже жизненно осознанно идут к этим вещам. Я вижу, что вы ответственны за себя и за свою семью, это видно. Так что делайте. Не надо даже переживать. Можно понять вашу жену, вашу супругу. Почему? Потому что она боится, что вдруг, если у вас не получится, а семью-то обеспечить надо, чтобы не попали в долгах, кредитах, поэтому она боится. И понять можно, это естественно. Мы все такие люди, мы все так. Поэтому не бойтесь, если видите, что доход от бизнеса уже дошло до уровня, скажем, тот зарплата, которую вы сейчас получаете, все, начните делать. Аллах даст, у вас все получится. Добрый день, Садмур Раджабович. Вы очень полезный и драгоценный человек. Семью своему и всем остальным, кто вас смотрит, с вами работает. Спасибо. Меня зовут Умарале, мне 29 лет. Я из Таджикистана, живу в Москве. У меня своя компания. Занимаюсь монтажем инженерной сети на новостройках. Слава Аллаху, с 2013 года работаю самостоятельно. На сегодняшний день у меня работает более 100 человек. В Москве и в Санкт-Петербурге. Молодец, Умарале. Я восхищаюсь тобой. У меня вопрос такой. Хочу открыть транспортную компанию для перевозки товаров Российской Федерации по СНГ. И хочу заниматься бизнесом на международном уровне. Что бы вы посоветовали? Расширить свою компанию или же расширить сферу в количестве? Сам уверен, что смогу организовать любую, но куда больше тратить сил. Спасибо заранее за ответ. С наилучшим пожеланием, Умарале. Умарале, дорогой,
Вот то, что вы делаете сейчас, вот это инженерные сети и так далее, увеличивайте в это направление. Сейчас в связи с тем, что реновация идет в Москве, говорят, что почти 60% те дома, которые хрущевские, те дома, которые были четырехэтажки, пятиэтажки, девятиэтажки, они все меняются. Так что за последние 10 лет будут огромное количество работы в Москве. Вы что, куда собираетесь? Никакой логистики вам не нужен. Я бы на вашем месте еще создал бы 10 таких команд, максимально работал бы именно инженерные сети и так далее. Вот где вы заработали свои деньги, в это направление расширяйтесь, развивайтесь. В ближайшие 10 лет, по крайней мере, даже не смотрите на что-то другое. Потому что сейчас в данный момент идет вот эта реновация, вы должны максимально успевать в этом, больше зарабатывать. Делайте этим, тем более сейчас как? Рынок, строительный рынок сейчас в России, она очень востребована для таких людей, компаний, как вы. Почему? Все молдаване уже туда не ездят. Большинство ребята, которые с Молдавии, они уехали в Европу работать в связи с тем, что курс рубль упал. Украинцы туда не едут. Например, в 96-97 годах, 2000-х годах много украинцев там были. Украинцы и молдаване, все они едут сейчас в Европу. А Прибалтика сюда не приедет. А туда строительные работники остались кто? Азиаты. У тебя большой шанс, дорогой. Так что работай. У тебя рынок очень большой, так что работай, зарабатывай. Здравствуйте, уважаемый Салмат Давлатов, меня зовут Рустам, мне уже 33 года, я из Казани. Всегда смотрю ваши тренинги, очень нравится. Работаю я в сфере энергетики, а именно в электролаборатории. И дополнительно занимаюсь электромонтажем с 2009 года. Хочу открыть свою электромонтажную фирму, но у меня нет капитала. Могу найти капитал, но боюсь прогореть и останусь в долгах. А у меня семья, 2 детей, ипотека. Я уверен в себе, что справлюсь, но вот не хватает пинка мне. Как быть, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо, наставник. С уважением, Рустам Балатбекович. Рустам, дорогой, никогда не надо начинать бизнес долгами. То есть брать долг и начинать бизнес не стоит. Потому что вы не знаете, это пойдет, не пойдет, эта идея работает, не работает, неизвестно. Поэтому не надо так делать. Тем более, когда ипотеки есть и так далее. Попробуйте в сфере электромонтаж создать команду именно в этой сфере. Вот, вы говорите, хочу открыть свою электромонтажную фирму. Попробуйте именно в этом разработать бизнес-план, именно электромонтажную. Найти себе партнера, но долго не берите. Найдите себе партнера, инвест-партнера и вместе с ним начните работать. У меня есть очень хорошие ученики в Москве, которые именно этим занимаются, электромонтажную работу. Это очень прибыльно. Я очень хорошо знаю, что это такое. Поэтому обязательно открывайте свою компанию. В обязательном порядке откройте. Но найдите партнера, потому что там много денег вам не нужен. Только нужен для начального, чтобы небольшие тендера вы начали участвовать, чтобы вам давали тендера, чтобы вам давали заказы. Поэтому в самом начале вам нужен будет инвест-партнер немножко. Поэтому найдите. А если тяжело вам найти серьезного партнера, тогда сделайте так. Просто одноразовый партнера, как стратегический партнер подтяните. Например, вы находите какого-то своего знакомого или друга, у которого есть чуть-чуть деньги. Вы говорите так, вот есть объект или вот есть тендер, я хочу участвовать. Ты будь просто инвестором именно этого проекта. И вот доход мы с тобой делим. Он только в этот тендер, например, вы выиграли тендер, скажем, на 5 миллионов рублей. Например, чтобы вам давали этот тендер, первоначально, скажем, нужно 2 миллиона всего лишь. Обычно, да, у вас там банк вложишь или куда-то, чтобы давать и так далее. Условия есть какие-то там тендерах. И он, возможно, вам дает это 2 миллиона. Вы выиграли этот тендер, вы делали этот тендер, возможно, у вас прибыль осталась 1,5 миллиона рублей. Чистая прибыль.
например. Вы когда закончите это все, проект, вот это 1,5 миллиона, делите с ним. Может быть, вы 50 на 50 делили. В самом начале так и делайте. То есть получается, что у вас появился инвест-партнер, который только сделан на одном проекте. Проект закончился, его деньги верните. Он видит, почувствует прибыль. Он почувствует, что у него получается с вами работать. Потом появится второй тендер. Еще раз предложите. Вот таких партнеров несколько делайте, которые сделано работать с вами. Они не участвуют в вашей компании, они внутри компании вы не завели их, но они являются партнерами на разных проектах. Я в свое время так делал 29 таких партнеров, чтобы выбраться. У меня же не было денег, я же был в долгах, надо было как-то выкручиваться. Поэтому я делал таких партнеров, я заработал, они заработали. Вы делаете то же самое. Скажем, несколько таких партнеров найдете, которые по этих проектах работают с вами. Проект завершился, его деньги верните, отдайте. Он должен получать свои деньги. Тогда честно поступайте партнерами, работайте всегда честно. А потом, когда второй раз у вас проект, опять предложите. Когда люди получают деньги и вы обратно получают, они второй раз вам еще больше будут вкладывать с вами, потому что видят, что с вами можно зарабатывать. Помните, если вы даете шанс людям зарабатывать, они всегда ищут такие возможности, где с кем можно зарабатывать. Так что делайте этого. Бог даст, у вас все получится. Обязательно откройте компанию. Мой совет к вам, Рустам. Обязательно откройте, потому что я знаю, как это прибыльно. Хорошо? Дорогие друзья, пожалуйста, будьте с нами, читайте книги, посещайте тренинги, подписывайтесь на наших каналах, рекомендуйте своим знакомым. К вашим услугам бизнес-наставник из Востока.